Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Пахрдинов Уларбек Бейшенбекович. Я являюсь генеральным директором строительной компании ADEX International. Мы на протяжении последних 7 лет по всему Кыргызстану строим энергоэффективные, быстро возводимые и устойчивые к землетрясениям дома по канадской технологии из СИП-панелей. Вы можете видеть сзади меня большой двухэтажный дом в 130 квадратных метров. Он был сдан 3 года назад нашему клиенту. Мы находимся в городе Чолпан-Ата, и сейчас мы снимем для вас видеообзор. Но мы будем снимать видеообзор не об этом доме, а мы будем снимать вам дом, который только строится в форме большой гостиницы. Здесь получается в длину 16 метров, в ширину 6 метров. Внутри находится 4 однокомнатные квартиры. Мы строительство начали где-то месяц назад. На то, чтобы залить фундамент, у нас ушло около 20 дней, а чтобы поднять 2 этажа стен, ребятам понадобилось около 10 дней. Куда берутся стену, они закончат сегодня. Сегодня 21 марта, Ноурус. Кстати, всех вас поздравляю с этим праздником. Хотелось бы еще рассказать о том, как мы обрабатываем лес. Многие у нас спрашивают, вы обрабатываете ли лес огневой обработкой, чтобы там не было разных грызунов, чтобы не было червей. Да? Вот здесь можем наглядно показать вот такой подручные средства, сделанные нашими ребятами. Здесь валик, здесь специальные жидкости, с которым нужно обязательно обрабатывать лес, чтобы потом с ним не было проблем. Теперь мы с вами зайдем непосредственно в сам дом, покажем, как он спроектирован. Здесь будет маленькая лестничная площадка, из которой мы заходим непосредственно в сам дом. Как только мы заходим в дом, здесь одноподъездный дом, и зайдя, вы можете увидеть здесь лестничную площадку. Эту лестницу сейчас ребята используют для того, чтобы подниматься на 2-й этаж, но в будущем здесь будет стоять большая лестница, чтобы люди могли подниматься на 2-й этаж или же спускаться. Здесь большое панорамное окно, чтобы было светло. И как только мы заходим внутрь, у нас есть выбор зайти в правую сторону или в левую сторону. Мы сейчас с вами зайдем в левую комнату и покажем, как тут все устроено. Вы можете по проекту увидеть еще по видео. Это такая комната в форме студии. Он будет выполнять функцию зала и кухни. Потом из этой комнаты мы можем зайти в спальную комнату. Здесь будет большая такая удобная, добротная спальня. Видите, уже стены все уже сделаны. Перекрытия из СИП-панели поставлены. Если вы даже будете строить в Бишкеке или же в Исыкульской области, вне зависимости от региона, всегда нужно, чтобы было предусмотрено в доме санузел. Здесь он предусмотрен, здесь такой большой добротный санузел. После того, как мы поставили СИП-панели, сверху будет наложен гипсокартон влагостойкий, и после него уже непосредственно будет шпатлевка. Теперь мы зайдем во вторую комнату, которая находится с правой стороны, как мы заходим в дом. Он в таком же проекте, как и тот, они зеркально отражают друг друга. Здесь находится гостиная, совмещенная с кухней, из которой можно зайти непосредственно в спальную комнату. Здесь будет спальная комната, и здесь будет также санузел. А теперь мы с вами поднимемся на 2-й этаж. Мы сейчас поднялись на 2-й этаж. Здесь небольшой коридорчик. Отсюда будет лестница, площадка. Мы поднялись и можем зайти направо или же налево. Здесь по проекту тоже 2 однокомнатные квартиры. Еще раз напоминаю, что коридор небольшой, потому что в большинстве случаев, когда у нас строят такие гостиницы такого типа, то оставляют большое пространство для коридора, лестницу делают и снаружи, потом для этого нужно будет поставить пол, нужно поставить перила, это место нужно закрыть, некоторые начинают его стеклом закрывать, пластиком, а это все расходы. А мы пытались здесь предусмотреть, чтобы каждый квадратный метр, на который вы потратите деньги, чтобы работал потом на вас. Вот мы зашли в первую основную комнату, которая
будет в студийном формате. Здесь будет кухня и зал. Есть тут еще такая удобная небольшая спальная комната, где может уместиться семья. Теперь мы заходим в сам узел. Мы сделали, чтобы санузел был максимально большим, добротным, и здесь все уместится без проблем. И на втором этаже, и на первом этаже все квартиры по одному проекту. Но они расположены так, чтобы каждый метр работал на вас. Вот, работа кипит, так что вы сами можете посмотреть, что тут стоят разные инструменты для строителей. Как я уже выше сказал, вся планировка данных квартир, все они одного типа. В данном проекте предусмотрена студия, зал, спальная комната и сам узел. В этом объекте нас очень сильно радует тот факт, что этот объект мы строим клиенту, который у нас уже заказывал дом. 3 года назад мы клиенту построили двухэтажный дом. После того, как он 3 года использовал этот дом, пожил там, посмотрел, как оно будет, как оно себя показывает зимой, как оно себя показывает летом. Клиент нам пришел через 3 года и заказал такую большую гостиницу, что очень сильно нас радует. Если говорить о размерах гостиницы, то в ширину он 6 метров, в длину 16 метров. Внутри находятся 4 однокомнатные квартиры. В каждой квартире находится студийная комната, которая исполняет функции кухни и зала, а также одна спальная комната и большой санузел. И таких квартир 4. Еще раз напоминаю, что данного уровня строительства мы дошли в течение месяца. 20 дней нам понадобилось, чтобы поставить фундамент. В течение 10 дней ребята поставили стены. Куда в скором времени мы уже объект этот сдадим. Мы, когда с клиентами обговариваем сроки строительства, берем мы 3 месяца, начиная с нуля до уровня под евроремонт. Многие спрашивают, что такое под евроремонт. Если это конкретно говорит, это заливаем фундамент, потом внутри делаем подсыпку, трамбовку, поднимаем стену 1-го этажа, перекрытие межэтажное, стены 2-го этажа, потом утепляем вам потолок, закрываем крышу, ставим ветровые карнизы, водостоки, а также ставим фасадный материал, в зависимости от вашего выбора, ставим пластиковые окна, наружную бронированную дверь, сантехническую систему, электромонтаж, металлический каркас лестницы, а также утепляем стяжку 1-го этажа, после него заливаем наливным полом, что означает, пол готов для того, чтобы поставить туда просто ламинат. На стены закрепляем гипсокартоном полностью, и после гипсокартона идет первый слой шпаклевки. То есть дом будет выглядеть белым, прозрачным. Дальше можно поставить просто обои. Одним из немаловажных факторов является вентиляционная система, которую мы на своих объектах всегда ставим. Ибо правильная циркуляция воздуха в доме, в гостинице — это очень важный фактор для успешной и комфортной использования вашего дома. Все это включительно материал, работа, доставка мы сами организовываем. Примерно вот такая гостиница обойдется вам от 3,5 миллионов сомов до 4 миллионов сомов. Точная сумма выходит только после того, как мы с вами сядем, согласуем проект дома, согласуем сметную стоимость, ибо каждый материал имеет свою цену, и цену определяете вы. Мы объект сдаем в течение 3 месяцев. Если вы тоже планируете построить гостиницу в Иссык-Кульской области, в Нарынской области или же в Чуйской области, мы готовы к вашим услугам.